Здравствуйте, друзья! В эфире информационная программа «Лав Зона» на портале Лав МД. И сегодня у нас в гостях в студии депутат Народного собрания Гагаузии Николай Дудогла, председатель партии «Народная гагаузская партия» и вице-председатель Гагаузской народной партии Иван Кличик. Я приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. В последнее время наблюдаются такие, скажем, нападки и в средствах массовой информации, и в социальных сетях. Мы встречаем часто публикации о том, где говорится, что партия, вот я цитирую, возглавляемая бывшим демократом Николаем Дудоглой, является проектом, инициированным советником президента Майи Санду Мартином Зигом. Якобы ваша цель – это отвлечь часть левого электората Гагаузии, тем самым помешав блоку «Альтернатива» экс-башкана Ирины Влах достичь желаемых результатов на предстоящих парламентских выборах. Как вы можете прокомментировать данные заявления? Спасибо большое. Уважаемые наши слушатели, телезрители, с первого дня, в принципе, когда только создалась идея создания Гагаузской народной партии, мы предполагали, что мы встретимся с проблемами. Естественно, что в Гагаузии работает очень много других республиканских партий. И есть и наши земляки, которые возглавляют сегодня республиканские партии, и ходят в определенные блоки. И мы, естественно, что понимали, что придется бороться за избирателей, за голоса жителей Гагаузии. Но мы для себя сразу приняли решение, что мы команда, которая несет добро, мы команда, которая говорим об единстве. И нашим даже девизом стало то, что мы не против кого-то, мы за Гагаузию. И мы в основном выступали и говорили о наших целях, о наших задачах, о нашей команде, о организационных вопросах, которые именно сейчас проходят. Но, к сожалению, случилось то, что мы и ожидали. Политические партии, которые работают сегодня в Гагаузии, и сегодня скажу, что и власть в Гагаузии, представляемая тоже политической партией, определила нас как недругов. И с первых же дней, еще месяц не прошло, с первых же дней пошла грязь. Хочу сказать, что за нами никто не стоял и не стоит, и в принципе все отлично, все руководители партии, это очень легко проверяется, все отлично понимают. Но, видать, мы очень хорошо начали работать, потому что действительно у нас при регистрации было 1200 учредителей из Гагаузии. Сегодня это количество увеличивается, а с 1 апреля открывается наш офис нашей партии, и мы ждем очень большое пополнение, потому что идут звонки отовсюду, тем более не только с Гагаузии, но и с территории Республики Молдова, где проживают наши гагаузы, выходцы из Гагаузии, из-за границы, и это не осталось незамеченным. Поэтому сегодня, как говорится, решили нас очернить. Мы думали, что это все-таки будут, в первую очередь, не жители Гагаузии, так скажу. Да, оппоненты с других политических партий, с титульной нации. А получилось, что больше всех нападки на нас делают именно те люди, которые мы считали, и можно сказать, считаем, что мы враждебно никому не относимся, друзьями. Все эти вещи мы читали в интернете, отвечая на ваши вопросы, и скажу, что еще очень огромное количество и в ТикТоке, и в других в интернете есть материалов, где конкретно можно сказать, что грязь, что якобы нашу партию создали при поддержке ПАС, якобы за нами стоит какой-то Мартин Зигер. Зигер, да. Чем мне даже смешно, я даже не могу выговорить, а кто это вообще, существует такой человек? Конечно, это полный абсурд. За нами никого не стоит. Но хочу один раз остановиться, рассказать некоторые моменты, не возвращаться. Я не любитель жаловаться, воспитался в интернате, очень долго тренировался, и сейчас работаю тренером. И не любитель ходить по судам, на кого-то жаловаться. Но сегодня хочу сказать, что как за нами может сегодня стоять действующая власть, центральная власть во главе с партией ПАС, если за последние несколько лет, наверняка больше проблем, чем я лично, очень мало кто имел с Гагаузией. Коснемся наших выборов, местных выборов в Гагаузии. Ведь весь Камрад выборов примара Камрад, местных выборов, весь Камрад тогда стал свидетелем, что
Камрате мой оппонент получил разрешение впервые получить кредит 7 миллионов лей и во время выборов, во время кампании ремонтировать дороги с утра до ночи, до 12 ночи, ходить по дорогам, показывать, что ремонт, и ему ничего за это не делает. Любого другого кандидата бы сняли с выборов. И при этом нашей команде не дали даже напечатать листовку. Значит, мы не могли долгое время открыть расчетный счет. Дальше для того, чтобы что-то отпечатать, наши документы забирали в Кишинев, проверяли, перепроверяли, пока выборы не закончились. Во время выборов пытались меня снять. Что только не придумывали. Работали силовые структуры, и все против нас. Это те люди, которые якобы стоят за нами. Как такое может быть? Это первое. Начнем дальше. Дальше. Работая рядовым тренером, моя карточка для получения заработной платы арестована. Я не могу получать заработную плату с первой своей работы официальной, где я работал в школе Олимпийского резерва в Кишиневе, и мне пришлось уволиться, потому что мне не могли зарплату дать. Я работаю сегодня в Камрадской спортивной школе. В банках я не могу проводить никакие операции. Даже те кредиты, которые у меня есть по ипотеке дома, уже несколько месяцев назад, мне сказали, что быстро закрыть, потому что банки не хотят со мной работать. Проценты, чтобы заплатить в банках, я беру чуть не прохожих с улицы или родственников с паспортами, чтобы они им дают свои деньги, чтобы они платили мои проценты. Это какая поддержка у меня есть, господа? Я не могу выехать за границу в Румынию, мне, я не знаю почему, никто даже об этом не говорил, запретили въезд. И кто-то может сказать, что кто-то нам помогает, кто-то создает нам партию. Полный абсурд. Я поэтому хотел бы, чтобы наши жители отлично это понимали. За нами сегодня никого нет. Да, за нами сегодня есть гагаузский народ. Вот мы объединились, да, 1200 человек, которые создали эту партию, и четко, открыто говорим, что у нас все прозрачно. Мы не хотим искать и дальнейших спонсоров, потому что мы приняли решение, что, значит, нашу партию будут финансировать сами наши учредители, члены нашей партии. Потому что у нас есть членский взнос. И скажу, что каждый месяц каждый человек, который вступает в нашу партию, будет платить членские взносы. И скажу, что нам в принципе не нужны огромные деньги. Мы команда, которая проводим кампанию, проводим свою работу у себя в регионе, в Гагаузии. Мы не выезжаем куда-то далеко. Наша работа Гагаузия, наша работа конкретно там, где проживают компактно жители Гагаузии. Это в Кишиневе, есть у нас община Гагаузии, много гагаузов, это Приднестровье, это конкретно Гагаузия и дополнительно те гагаузы, которые есть у нас в России, Европе, с которыми мы связываемся, ищем контакты и будем работать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что мы знаем, кто кампанию очернения начал. К сожалению, времена непростые в Гагаузии. К сожалению, арестован Башкан Гагаузии, Евгений Агуцул. И наша партия вчера высказалась по этому поводу. Да, мы осудили и мы очень озабочены, что арестован Башкан Гагаузии. И надеемся на правильное правосудие, что этот процесс закончится и мы вернемся к нормальной жизни. Но при этом я хочу отметить, что эта грязь льется сегодня с господина Ведутенко, который долгое время обслуживал политика Ирину Влах, будучи Башканом Гагаузии. Значит, он ведет порталы, те, которых появилась в первую очередь эта грязь. Это Гагауз-Инфо, Гагаузия-24. И сегодня он работает на Евгении Агуцул, на исполком Гагаузии. И мы понимаем, откуда ветер подул. Ведутенко, который сегодня работает и сидит у нас в исполкоме на 3-м этаже, то сегодня это получается, что руководство в Гагаузии начало нас очернять. Но мы эти вещи еще перепроверим. Но это почерк конкретно Ведутенко, который сегодня этими вещами начал заниматься. А Ведутенко, я говорю, что сегодня работает уже на 2 хозяев. И на исполком Гагаузии во главе с Агуцул, и на Ирину Влах. Так хотел бы сегодня сказать нашим политикам, тоже Ирине Влах. 8 лет ее политики Гагаузии видели и оценку дали ей на президентских выборах, когда она проиграла Гагаузии, даже фортуну, которую никто не знал в Гагаузии. Но а сегодня очернять конкретно команду, которая только образовала Гагаузская народная партия, это ее не красит, это наоборот, она больше проигрывает этим, то, что они этим начали заниматься.
Господину Веретенко я хочу сегодня обратиться и сказать, что это человек, который не житель Гагаузии, это наемник-журналист, который Ирина Влах наняла и высоко оплачивала для того, чтобы он поливал грязью, очернял всех политиков Гагаузии. И это, в принципе, у нее времена Влах прошло. Но сегодня другие времена. И скажу, что то, что они сегодня начали очернять Гагаузскую народную партию, ту партию, которая вчера выступила с поддержкой Башкана Гагаузии, получается какая-то нестыковка. Вчера во время митинга Михаил Влах призывал к объединению всех политических сил. Но при этом же, в это же время, в интернете появляется грязь на нашу партию. О каком политическом объединении всех политформирований для защиты Башкана? Я не могу понять. Сегодня Гуцула нет, к сожалению, но наверняка там есть люди, которые заменяют. И я очень просил бы, чтобы они разобрались из Ведутенко, и с вот этими всякими постами, с вот этими всякой грязи, которая появилась. Потому что этим самым исполком Гагаузии, руководство нашего региона не объединяет жителей Гагаузии, а наоборот раскалывает. Потому что вчера, когда шел митинг, мне звонили очень много представителей нашей команды. К сожалению, позавчера ночью мне стало очень плохо, старая травма шейных позвонков, и мне пришлось ехать в Светлых, мне вытягивали позвоночник, я находился в довольно очень тяжелом состоянии, мне нужно было сутки отлежаться. Я вчера утром, в принципе, даже и не смотрел то, что творится, чуть-чуть в обед узнал все проблемы, которые есть, потому что звонки шли все время, я начал отвечать на звонки, где люди мне звонили и говорили: Николаевич, давайте немедленно созываем свой митинг, потому что митинг возле исполкома проводит блок «Победа», где призывает к единству, и тут же на нас льют грязь во всех сайтах. Давайте мы выйдем на митинг и проведем свой митинг. Конечно, я на это не пошел. Вот это тяжелейшее время, сталкивать Гагаузии народ друг на друга лбами, это некрасиво, это неправильно. Поэтому еще раз хочу обратиться Ведутенко, таким как Ведутенко, а в первую очередь руководству региона, исполнительному комитету, политикам, тем, которые есть в других республиканских партий. Ни в коем случае не идите по этому пути. Знайте, что мы будем отвечать. Мы будем отвечать с доказательствами, что если вы будете пачкать Гагаузскую народную партию. Запомните, что эта Гагаузская народная партия, это не партия Дудогло или Кольчака, это партия всех жителей Гагаузии. И чем дальше вы это поймете сами, рано или поздно, я уверен, что вся Гагаузия, все жители Гагаузии объединятся в одно целое и будут защищать свои интересы. И тогда вам будет очень стыдно за свои действия. Открыто сегодня в эфир говорю, не знаю я никаких советников президента, никто за нами не стоит, даже в помине. Мы создали свою партию. Хочу на этом еще раз остановиться, что кто партию не создал, тот, который хотел. Да, кто-то с первой попытки, у нас удалось с третьей, кто-то с 10-й попытки. Но если собирается группа людей, которые хотят открыть партию, рано или поздно они открывают. Поэтому и нам удалось. Почему кто-то считает, что не должны были нас регистрировать? Почему Ирину Влах за короткое время, пускай там 2 недели, 3 недели, ее партию зарегистрировали, и все это нормально, а нашу партию якобы кто-то нам помогал. Никто никому ничего не помогал. Мы сегодня идем своей дорогой и уверен, что правда восторжествует. Я добавлю немножко к словам Николая. Дело в том, что вот эта грязь еще будет длиться долго на нас. И на самом деле почему? Потому что Гагаузская партия представляет очень большую проблему для всех остальных республиканских молдавских партий, которые находятся на территории Республики Молдова, на территории Гагаузии. И естественно, что они очень сильно боятся, что люди все-таки поймут, для чего была создана Гагаузская народная партия, для чего и Гагаузская народная партия перебьет все вот это, то, что вот они делали до сих пор. Оторвем вот, наш народ прозреет и поймет, что только единая Гагаузская партия представлять будет их интересы. На самом деле, то, что я вижу сегодня,
как Николай сказал, что Витенко работает на двух хозяев, я считаю, что там уже, по-моему, это уже хозяин там один. Сливание вот этих блоков партий в одно единое, которые находятся на территории автономии, это и Блок Победа, и социалисты, и Инима Молдова, это все одно и то же. Дело в том, что нельзя допустить, чтобы гагаузская партия встала сильно на ноги и взяла позиции на территории автономии. Этого они допустить не могут. Поэтому они будут еще долго лить на нас грязь. Но со временем, дело в том, что люди все равно поймут. Люди знают прекрасно правление госпожи Влах 8 лет на территории автономии, будучи башканом. Автономия потеряла в ее управлении 90% всех полномочий и деконцентрированных служб. И благодаря ее другу на тот момент президенту Республики Молдова господину Додону все это сделали. Люди это помнят. И самое, что интересное было, когда вот уже были заданы вопросы госпоже Влах, где ваши фабрики, заводы, электростанции и аэропорт, но что она сказала, очень легко ответила, что я ни в чем не виноват, это просто центральная власть Республики Молдова очень сильно поменяла отношения, приняла враждебные отношения с Россией, с Конфедерацией. Я считаю, что то же самое сегодня делает партия АПАС. Я считаю, что партия АПАС сегодня подыгрывает Шору. Подыгрывает в чем? Скажу. Дело в том, что вот, прекрасно все мы знаем, что вчера партия ШОР обещала Гагаузии аэропорт, дороги, и 500 миллиарда вливания сюда денег. И завтра, когда мы спросим ему завтра, а где то, что вы обещали, они скажут, а вот власть центральная нам не дала решения. Нам палки в колеса вставляли. Поэтому где-то я вижу сегодня, что партия АПАС неправильно ведет себя. То есть как, где-то помогает даже вот Шору в этих отношениях. Дайте, прошло уже 2 года. Дайте свободу решения вот этой программе. Завтра мы увидим, что он ничего не сделает, эта партия Шор здесь. Партия Шор для того, чтобы не развивать Гагаузию, отстаивать свои интересы личные. Я на сегодняшний момент вижу, что на протяжении всего времени, что на территории автономии нет никакой консолидации. Партия Шор делает свое, везде у нас на каждом представляющие люди партию Шор или Блок Победа, то же самое наш Башкан, всегда говорится, вот, наша команда, наш Илан Шор, наша команда, значит, а где я? Где народ Гагаузии? Где Гагаузия сама? Вопрос очень такой сложный на этот момент. И то, что арестовали сегодня госпожу Гуцул, башкана Гагаузии, а я скажу, что к этому все подтолкнуло депутат Народного собрания. На мой взгляд. Месяц подряд депутаты Народного собрания, даже господин Кыса, и пичет Башкану, недоверие Башкану. И вчера депутаты Народного собрания принимали решение о распуске исполкома. Пожалуйста. Вот вам результат. Вчера вот правящая партия Республики Молдова подыграла депутатам. Подыграла, пожалуйста. Хотите избавиться от Гуцул? Мы вам поможем. Будем работать вместе. Понимаете? Дело в том, сейчас, вот, а сегодня все собрались, что вы делаете, ПАС закрыла Гуцул. Ну вы же вчера хотели сами ее закрыть, избавиться от нее. И идет политическая игра. Идет, хотят, я скажу, что на самом деле депутаты, может быть, даже не хотели от нее избавиться. Просто перестали идти денежные потоки. Поэтому депутаты решили, это у нас президиум, пошантажировать немножко. Так, финансы сюда, или мы будем так вести себя. Пожалуйста. Но про эту игру,
не знает ПАС, и ПАС помогает сегодня Константинову делать то, что они хотели сделать вчера. Мы для этого, мы не можем допустить, чтобы с Башканом так поступали. Да. Дело в том, что есть уложение, есть закон об особом правовом статусе, есть Конституция Республики Молдова. Вот это все должно быть сохранено. И для этого есть Гагаузская народная партия. Именно кроме нашей партии никто никогда не защищал интересы нашей Гагаузии, наше уложение. Никто никогда, ни одна партия, ни партия социалистов, которая здесь представляла Башкана нашего, экс-Башкана Влах и тех же самых депутатов в парламенте. Ни партия ШОР, то есть Блок Победа. То же самое. Ничего не меняется в Гагаузии. Ничего не. Вот поэтому мы единственная гагаузская партия, которая именно создала политический щит нашей автономии. Поэтому только мы можем защитить и сохранить нашу Гагаузию. Сейчас вот люди, вот я смотрю, что вот все молдавские партии, и господин Тарлев, и госпожа Влах, и партия Блок Победа, все скажут, все, да, вот мы должны сохранить. Да, ребята, но вы же довели Гагаузию до этого, чтобы ее могли использовать, чтобы Башканом не считались Башканом, не считались депутатом, их запрещали выезд из страны. Это кто довел до этого всего? Это именно с вашей подачи все это было сделано. По поводу такого инцидента, как задержание Башкана, я напомню нашим зрителям, что 25 марта в Кишиневском аэропорту задержали Башкана Евгению Гуцул. Ее подозревают в подделке документов о пожертвованиях в избирательную кампанию, которая проходила в 2023 году. И по версии следствия 370 тысяч леев поступили из запрещенных источников. Она задержана на 72 часа, и прокуратура в этом отношении готовит обвинение. Вчера также в Народном собрании Гагаузии прошло экстренное заседание, на котором были такие заявления, звучали депутатов, о том, чтобы провести съезд всех уровней, вплоть до того, чтобы проводить массовые митинги, протесты в защиту нашего Башкана, для того, чтобы подключились определенные дипломатические миссии и другие политические силы для ее освобождения. Так вот, у меня вопрос, Николай Храмович, к вам как к депутату. Эти действия, на ваш взгляд, помогут стабилизировать ситуацию в Гагаузии или они могут привести еще к большему кризису и конфронтации? Ну, вот видите, вот я чуть раскрою и то, что сказал Иван, отвечу на ваш вопрос. Почему случилось это? Я вам скажу, что мы видим здесь вину прежде всего, вину председателя Народного собрания. Ну, мы помним, как исполком утверждался, 2 года назад, да, почти 2 года назад. Константинов тогда точно вел такую же игру. Он вначале, как говорится, встречался с руководителем, с партией Шором, и с этим Шором решил все вопросы. В дальнейшем что-то интересное, кадры его не сошлись, и он решил, что больше он не поддерживает исполком. Он тогда встречался с многими депутатами, мне вот рассказывал один из наших коллег, если нужно назвать нашу фамилию, что он хотел, что Константин предлагал импичмент Башкану Гагаузии. Все, импичмент, потому что он не может договориться с Шором по кадровым вопросам. В дальнейшем мы увидели картину, что он договорился. И он уже, как говорится, с группой большинства, которая создана была давно, которую он удерживает. Ну, мы еще должны большой знак вопроса сказать, как удерживает. Ну, скорее всего, там есть какие-то коррупционные схемы. Ну, это для правоохранительных органов. Я скажу, что тогда исполком был утвержден. Сейчас что, о чем говорил Иван? Буквально в прошлом месяце я, депутат Народного собрания, я был на сессии, где для меня это было удивительным. Сессия началась с того, что конкретно те люди, которые представляют команду Дмитрия Константинова, заговорили о отставке исполкома Гагаузии. Первый депутат из Бишгеза, господин Караджа.
Он первый сказал, что исполком Башкан не подписала закон, что исполком плохо работает, и вопрос может пойти о отставке исполкома Гагаузии. Тут же второй сторонник тоже группы большинства Константинова, Владимир Кыса, который еще жестче начал критиковать исполком и говорит о том, что исполком в отставку, но тут же поднялась впервые в следующий момент, что вопрос может идти о импичменте Гагаузии. Если Константинов это говорил 2 года назад, и я предполагаю, что при большом шантажировании Шора он получил свое, что он хотел, то сейчас началась вторая серия шантажа. То есть он начал снова свою игру для того, чтобы шантажировать Шора, не знаем, финансовые средства, кадровые вопросы, другие вопросы, но конкретно мы почувствовали, что группа большинства Народного собрания, возглавляемая Дмитрием Константиновым, конкретно начала шантажировать Башкана исполком Гагаузии, в первую очередь, чтобы отправить исполком в отставку, ну и второй вопрос пошел о самой, Башкану в Гагаузии, чтобы слово impeachment уже прозвучало. В дальнейшем мы видели, что депутаты большинства были во всех телевидениях, этот вопрос прокручивался целый месяц, как и было сказано, целый месяц вся пресса Гагаузии Республики Молдова говорила о том, что в Гагаузии идет раскол, что депутаты готовы отправить исполком в отставку, что депутаты готовы чуть не идти уже на импичмент Башкана Гагаузии. И в это время проходят суды. Кто дал, как говорится, пас, кто фактически расколол Гагаузии, дал искру? Конкретно председатель Народного собрания. Да, силовые структуры, правоохранительные органы предприняли те вести, что арестовали Башкана Гагаузии, что я считаю, что это незаконно, это непозволительно. Институт башканства никто не отменял, это все-таки глава Гагаузии, и даже если есть какие-то моменты, только после решения суда можно предпринимать какие-то вещи. Мы не вмешиваемся в судебные разбирательства, но это все-таки Башкан Гагаузии. Но я говорю, что самой Гагаузии искра пошла, сама Гагаузия повод дала. И наверняка в центре поняли, что так если гагаузы сами хотят отправить исполком, освободиться, как и было сказано, от этого, давайте мы сделаем шаг вперед. Поэтому вчера то, что депутаты Народного собрания собрались для того, чтобы защищать Башкана Гагаузии, что будем проводить митинги, не знаю что, так определитесь сначала. Вы знаете, 1 к 1 это происходило во времена Крайтора Дмитрия Васильевича. Вот мы пришли к тому же моменту. Исполком, Народное собрание работали после выборов, когда был избран Крайтор, все нормально. А определенный момент, когда получили гуманитарное дистопливо, начались трения между Народным собранием и исполкомом и Башканом Гагаузии, где переросло довольно-таки серьезные конфликты во главе с тем председателем Народного собрания. И то же самое воспользовался потом внутренней борьбой Гагаузии центр, и в дальнейшем Башкану Гагаузию Дмитрию Васильевичу Крайтору пришлось идти в отставку и уезжать на другую работу. Да, хорошо, что была предложена другая работа, а не просто, как говорится, уголовное дело и тюрьма. Поэтому вот такой момент уже происходил. Сегодня мы то же самое видим, что процесс этот самый, то, что сегодня останется в памяти всех людей, арест Башкана Гагаузии, начался в самой Гагаузии, и виновата эта группа большинства Народного собрания. Поэтому в следующем заседании Народного собрания я потребую отставку президиума Народного собрания. Потому что именно председатель во главе президиума разработали эту комбинацию шантажа, всякие наезды на исполком на Башкана, а сегодня, испугавшись, что центр пошел на следующие шаги, что арестовал Башкана Гагаузии, тут же дал заднюю и начал защищать. Я хочу вернуться к первому нашему вопросу и сказать, что я уже не раз слышу, что Гагаузская народная партия создана для того, чтобы забирать у кого-то голоса. Я хочу сразу, чтобы правильно нас понимали руководители других партий. Мы зарегистрировали партию и идем сегодня, мы пойдем на все выборы, начиная с парламентских, выбор Народного собрания, местные, башканские. Мы зарегистрировали партию не для того, чтобы забирать чьи-то голоса. Вы нас недооцениваете. У нас есть более 200 тысяч гагаузов, которые живут во многих странах, в Молдове, и в том числе в Молдове, и за пределами. И мы собираемся объединить, аккумулировать все наше общество, объединить наш народ и не забирать чьи-то голоса, а наоборот пройти парламент. А вот вы
пытаетесь забрать наши голоса. Это и блок «Победа», который никакого отношения к Гагаузии она не имеет, будем так говорить, что она руководствуется за пределами республики. Это та же самая партия Ирина Влах, которая находится в Кишиневе, и она вопросами Гагаузии мало чего интересует. Да, ее нужны голоса и все. Она уже как говорит, что я политик республиканского уже толка. Ну, пускай идет куда хочет. Ну, и это другие. и блок «Альтернатива», и всё остальное. соцпартия, и будущее Молдовы. Это все люди, все партии, которые именно пришли забирать наши голоса, именно голоса гагаузских жителей. Поэтому забрать чьи-то голоса мы должны еще поспорить, Кто у кого кого забирает. хочет забрать голоса. Мы же четко с первого дня говорим, что наша работа — это территория Гагаузии. Мы не лезем в Плевский район, Чимшлийский район. Вот мы именно Гагаузская народная партия. Нам ни о чем говорить на других районах, если мы Гагаузская народная партия. Мы что, пойдем в титульную нацию или другие районы учить, как их жить? Мы можем нашей партии учить, значит, принимать программы только для нашего региона и для тех людей, которые нас поддерживают. А это наши же жители Гагаузы, выходцы из Гагаузии, которые живут во многих районах республики, Кишиневе, за пределами. Поэтому хочу, чтобы на этом как бы реально все понимали. Мы не пришли для того, чтобы чьи-то голоса забирать. Мы забираем свои голоса, своих жителей Гагаузии, потому что мы народная партия Гагаузии, Гагауз Халк Партиси. Поэтому вы хотите у нас наши голоса. Это номер один. Поэтому для прессы, чтобы все стало ясно, мы идем на выборы не кому-либо помогать, ни у кого-то что-то отнимать. Мы идем на выборы для того, чтобы пройти планку 5%. И для того, чтобы весь мир увидел, что гагаузы действительно молодцы. Гагаузы объединились. А наше единство пугает сегодня всех. Объединимся, пройдем этот барьер 5%, нас зауважает весь мир. И уверяю вас, уверяю всех, значит, уважаемые наши телезрители и слушатели, я вам скажу, что Гагаузская, пройдя парламент 5% Гагаузская партия, она решит не только проблемы Гагаузии, возврат наших полномочий, силовых структур, инвестиций, грантов, но она очень большой шаг сделает и в политику Республики Молдова. Потому что появление партии, которая мы открыто говорим, что мы не собираемся кого-либо поддерживать, мы поддерживаем Гагаузию и в дальнейшем будем поддерживать все, что во благо Республики Молдова. Вот такое наше направление. И вот я думаю, что на такой позитивной ноте о призыве к объединению, о чем мечтает, я думаю, каждый житель Гагаузии, находящийся и на территории автономии, и за пределами, хочется и закончить нашу передачу, так как время уже истекло. Я благодарю вас. После одну минуту еще займу, наверняка значит, и наверняка Иван тоже сделает заявление. Я хочу сделать заявление. Уважаемые жители Гагаузии, я обращаюсь к всем нашим жителям. Пришло время, где действительно всем жителям Гагаузии объединиться и поддержать Гагаузскую народную партию. Мы ждем сегодня вашей поддержки, потому что это грязь, которая пролилась сегодня от всех сторон, от всех политических блоков партий на Гагаузскую народную партию, которая, в принципе, представляет Гагаузию. Мы должны это остановить, не допустить. Обращаясь к всем нашим сторонникам, которые вчера очень многие мне звонили, что мы не будем делать митинги против наших жителей Гагаузии, против, неважно, любой какой-то партии. Это не наша цель. Если мы выйдем на митинги, мы будем защищать интересы Гагаузии. Но хочу обратиться сегодня к руководству региона, руководству Народного собрания. Ни в коем случае, если вы проводите свои внутренние собрания, свои митинги, блока Победы или что-то остальное, не обвиняйте нас, что нас там нету. Потому что вы нас сами отталкиваете, то, что вы начинаете пачкать грязью нашу команду, нашу партию. Мы защищаем Гагаузию, мы защищаем и руководство Гагаузии. И мы это вчера доказали обращением в эфир. Мы выступили с поддержкой, и мы осудили то, что делается сегодня в стране, и то, что сегодня арестован Башкан Гагаузии. Спасибо. Уважаемые жители автономии, тоже хочу сказать вам два слова. Мы должны понять и знать, что существует только одна единственная партия Республики Молдова, это Гагаузская народная партия, которая представляет гагаузский народ и гагаузскую автономию.
Поэтому, что бы вам ни говорили, что бы вам ни предлагали, вы знаете, что всегда, что вы жители автономии, и у нас есть своя гагаузская партия, которая будет всегда представлять и защищать интересы каждого жителя автономии и автономии в целом. И также никогда мы не допустим, чтобы игнорировали уложения Гагаузии, были нападки на институт башканства. Мы для этого были созданы, мы для этого и есть, чтобы защищать и представлять защиту нашей автономии и нашего уложения. Поэтому от вас очень много зависит, от каждого от нас. Дело в том, что мы должны знать, что если мы также будем относиться, как сегодня, вот, находясь на нашей маленькой территории, будем содержать еще 10 молдавских партий, мы никогда не придем к единству, никогда. И никогда нас всегда будем разрозненными, и это будет одна из самых таких позиций, чтобы мы не были едины. Поэтому я вас прошу, очень ответственно к этому относитесь, чтобы вы знали, что для вас есть только одна Гагаузская народная партия. Поэтому приходите, мы вместе, сила. Спасибо вам большое. Благодарю вас за участие в нашей передаче. Я думаю, что из всего сегодняшнего услышанного наши люди мудрые, они сделают определенные выводы и примут для себя определенные решения, так как впереди еще у нас 2 предвыборные кампании. Вот. И еще хочется отметить, что на сегодняшний день Гагаузия, как никакой другой район в Молдове, всегда погружен в политические баталии, в политические какие-то диалоги. Поэтому на фоне всего этого у наших людей есть большой опыт за спиной на протяжении всех тех выборных кампаний, которые проходили. Поэтому я думаю, что каждый житель нашей автономии делает правильные выводы для себя. И, конечно же, каждый из нас мечтает о том, чтобы у нас в автономии был мир и единение. Я благодарю вас. Благодарю вас, уважаемые наши зрители, за внимание. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всего, что происходит у нас в регионе и в стране. Очередной выпуск Love Zone подошел к концу. Всего доброго, до свидания.